TikTok, чем TikTok отличается вообще как особая рамка формата видео, и почему нельзя просто там смонтировать видео для YouTube, например, и загрузить его в TikTok и наоборот. И еще мы поговорим про тренды ТикТока. Это очень связано с первой подтемой, потому что тренды – это один из особенностей формата ТикТока и один из способов выстраивания сообщения там. Вот, и Алиса прислала в качестве домашнего задания как раз несколько видео, которые являются трендом, поэтому мы этот кусочек с домашним заданием обсудим не сейчас, а вот во второй половине занятия, когда мы дойдем до трендов. Это будет первый пример, который мы разберем. Значит, по своему наполнению TikTok видео может быть полезным, то есть это могут быть какие-то кулинарные советы, обучение там, шитью, ремонту мебели, чему-нибудь вот такому, что можно взять и повторить. Смешное, странное, грустное, милое – это категории такие из развлекательного контента, то есть контента, который мы смотрим, чтобы получить не какой-то навык, не какое-то знание, а эмоцию. И есть образовательное видео, где мы как-то свои гуманитарные знания, то, что вот мы, на чем строится наше представление о мире, как-то изменяем. То есть никакой там вот прям такой практической пользы это не несет, мы не можем взять и там, не знаю, съесть это на завтрак, но это все равно нечто, что обогащает нас внутренне. И в отличие от других платформ, например, там YouTube, вот эти все категории, это категории не только тематические, точнее, это категории, которые могут быть одновременно и тематическими, и формальными. Что это значит? Если на YouTube мы обычно видим видео, которое однозначно попадает в одну из этих категорий, и преимущественно только в одну. Например, там какое-нибудь милое видео про животных, обычно там есть какой-то сюжет или какое-то такое вот акцентное действие, ради которого это видео и выложено. Там, например, кенгуру как-то очень забавно ест листик, или собака забавно бежит, или утята там плывут за мамой. Все, это в категории милого видео и больше никакого другого. TikTok отличается тем, что вот эти вот форматы контента, они начинают взаимодействовать. И видео может быть одновременно образовательным и смешным, и странным. Или полезным и смешным, или полезным и странным. И мы сейчас рассмотрим несколько примеров. If you were never taught how to properly clean growing up, it's okay. Вот сейчас мы видео посмотрим такого вот в чистом виде образовательного формата, но оно тоже не может в таком виде существовать на YouTube. Вот мы сейчас это видео посмотрим и поговорим, как обычно подобные видео, его тема уборка, как такие видео выглядят на YouTube и на каких-то других платформах, которые не TikTok. Итак, смотрим. If you were never taught how to properly clean growing up, it's okay, I wasn't either, so let me teach you. Now let's go back to the basics. Starting in the bathroom, the very first thing you're going to want to do is get everything that's in your way out of the way. You're going to want to clean the cleanest thing first and the dirtiest thing last, so starting in this order, you're going to want to go sinks, tub, and toilet. For my sink, I went in with Bonami and a Scrub Daddy, and I went in with this little detail brush for the faucet. You can obviously choose any cleaning products that you prefer. I just went in with Bonami. It's my favorite powder cleanser, and I use Lysol to disinfect. For a streak-free finish, I definitely recommend the Sprayway Glass Cleaner. It's the best on the market. Moving on to the tub, my biggest advice when cleaning your tub is to get yourself a tile and tub scrubber. Saves you so much time and energy, and you don't have to be breaking your back anymore.
For my walls, I went in with some blue Ajax, and for the tub, I went in with some Bonami, and I gave that a good rinse. Moving on to the toilet, I'm using the same Lysol that I use on the sink and some Lysol toilet bowl cleaner. It's very important to let your cleaning products sit for the recommended amount of time so they disinfect properly. So in the meantime, I'm going to be scrubbing the floor behind the toilet. I use my favorite Dollar Tree brush and some blue Ajax. After letting the products sit, you can wipe the toilet down and start scrubbing. Remember, less is more, so when cleaning any areas around your house, you really do want to limit yourself to 1 or 2 cleaning products max. I disinfected the toilet brush with some Clorox bleach, then refilled the soap dispenser. And you're all done. If this video helped you out, please let me know because... Значит, вот, мы посмотрели это видео, оно длится минуту, и его тема – это в каком порядке и какие инструменты лучше использовать, чтобы убраться в ванной комнате. Девушка по ходу видео дает всякие небольшие советы, которые не отходят как-то далеко от темы. Она рассказывает, что вот у нее там для очистки ванны длинная щетка, чтобы ей не пришлось нагибаться. Есть ли у кого-нибудь какие-то идеи, как бы это видео выглядело на YouTube? Вот с такой же тематикой человек рассказывает, как оптимизировать свой домашний труд, как убраться в санузле наиболее эффективно, быстро, там. Так, если нет идей, я расскажу, потому что я такие видео, я люблю очень видео про уборку, и на YouTube в том числе их тоже смотрела. На YouTube обычно мы, во-первых, видим человека, который это делает, мы видим блогера, и это начинается обычно с таким кадром за столом, где человек сначала описывает, что в этом видео будет происходить, и очень много деталей всяких, которые не связаны с уборкой. Бывают какие-то вообще такие далекие очень отступления там про вообще какие бывают моющие средства, а что лучше там, а что не надо, а вот. И пока, в общем-то, кадр перемещает нас в саму ванну, проходит достаточно много времени. Чуть позже мы вообще посмотрим 2 видео на одну и ту же тему, и убедимся, что я тут не голословна, когда говорю, что видео, в общем-то, одного формата на Ютубе и в ТикТоке выглядят очень по-разному и имеют очень разную продолжительность. Итак, смотрим дальше. Значит, сейчас мы посмотрим несколько видео смешанных форматов. Happens when you get home after work. 小爱同学，打开加湿器的电。小爱同学，打开窗帘。好的。客观里面指单元下部单元。Значит,
Что мы только что посмотрели? Это очень популярная категория видео, которая снимается пользователями из Азии. Там особенность быта в том, что люди используют, ну, те, которые могут себе это позволить, очень много всяких таких технологий и предметов для хранения, которые больше нигде в мире не используются. И это вот видео тоже. Там обычно они такого формата. Человек возвращается домой или там ожидает гостей, и вот как выглядит его подготовка к чему-либо. Вот. И то, какое недоумение это видео вызывает у нас, то есть вот оно в этой категории полезное с практической точки зрения, оно странное для всех, кто не живет в Китае, кто не пользуется этими приборами и даже не понимает вообще, что мы, собственно, видим, потому что там есть несколько моментов, где я абсолютно не понимаю, что происходит, что это за прибор, для чего он, что произошло, но для китайцев это очень информативное видео, которое вызывает такие чувства, мол, вау, как продуманно устроен дом, как удобно им пользоваться, вот человек приходит с работы, и у него получается очень быстро там позаботиться о своем ужине и поскорее лечь отдыхать. Из-за того, как это видео воспринимается двояко в Европе, Америке, в Восточной Европе из-за разной организации быта, такие видео, на них сейчас снимаются пародии, где люди вот выражают эту свою растерянность от такого технологически насыщенного быта, когда ты вообще перестаешь понимать, что происходит. Сейчас мы посмотрим такую пародию. Значит, что в этом видео отсылает нас к вот этому первоначальному азиатскому тренду? Почему ясно, что это ироническое видео, а не действительно серьезный показ, там, как женщина готовится встречать с работы своего мужа? Например, в азиатском ТикТоке есть особый канон движения, и почти всегда видео с людьми ускорены, и из-за этого их движения такие угловатые. Когда женщина обнимает своего мужа, вы можете видеть, что видео не ускорено, они специально проигрывают вот это вот движение, вот, и то, как подробно она снимает вот каждое свое действие, для выполнения которого у нее нет каких-то там особых технологий, она просто вот смахивает тряпкой крошки, зачем-то кладет в воду бананы, сверху кладет какой-то непонятный предмет, потому что вот именно так эти видео с азиатской уборкой выглядят для нас, для людей, которые этими всеми технологиями не владеют и в быт их не интегрируют. Так, идем дальше. It's me, I am the
agrees, everybody agrees. Значит, что мы только что посмотрели? Вот вы сейчас видите логотип движения, которое называется «Климатический совет». Это негосударственная организация, которая поднимает вопрос об изменении климата и о том, как крупные промышленные компании за это ответственны и как они не вносят, при том, что они очень вредят природе, как они не вносят никакого вклада в то, чтобы с этими последствиями, с климатическими изменениями справляться. Девушка, которую мы видим в ТикТоке, она тоже использует тренд. Вот в песне поется «Проблема – это я, проблема во мне». Вот. Часто с этим звуком снимают видео с животными, где там человек, например, недоумевает, почему там в каком-то, не знаю, в каком-то месте дома, например, всегда грязная стена, а потом показывается, что там все время лежит собака, и это пятно от нее, и вот, значит, собака смотрит в камеру и играет эта песня. Вот, проблема во мне. Здесь мы видим, что этот тренд использован для того, чтобы, в общем-то, поднять очень серьезный вопрос. И это достигается очень простыми способами. Вот мы видим первый сверху, значит, написано название. Сейчас это компании по добыче полезных ископаемых, американские. И вот в этой графе указана их годовая прибыль, а ниже указано, сколько они за год заплатили налогов. Вот. И сейчас я вернусь. It's me, I am the problem, it's me, I Вот, am смотри. the problem, 30. it's me, hi. Everybody agrees, everybody agrees. Вот, то есть, на самом деле, очень большая и сложная тема, о которой мало кто из широкой общественности знает, что, оказывается, очень крупные бизнесы не вносят вклады в экономику в Штатах из-за особенностей там налоговой системы и всяких еще таких вещей, что гипербогатые компании могут либо совсем не платить налоги, и это официально, либо платить какие-то смехотворные налоги, вроде там $30 или 17 тысяч долларов, когда их прибыль исчисляется миллиардами. И вот это для ТикТока очень частая ситуация, когда, о, Господи, когда попадает одновременно в несколько категорий, вызывая противоречивые чувства и вот зароняя какое-то такое вот зерно сомнения, беспокойства, желания дальше тему поисследовать и как-то сделать вклад в то, чтобы эту проблему решить. Вот. И это еще, в свою очередь, связано с таким явлением, как накопление знания, которое в ТикТоке как раз очень активно используется. То есть если на Ютубе, если в видео поднимается какая-то тема, блогер старается все, что он по этой теме может сказать, тут же и выложить, записать там какое-нибудь 40-минутное видео, то тиктокеры выдают эту информацию порционно. И это приводит к тому, что у человека, если он в этой теме заинтересован, возникают по ней очень даже не поверхностные знания, а подробные. Но на то, чтобы эти знания получить, нужно больше времени. И в этом есть плюс, на самом деле, потому что по таким маленьким кусочкам информации гораздо лучше усваивается. Если мы 40 минут слушаем что-то на абсолютно новую для нас тему, запомним мы из этого не так много, и это вообще может очень отпугнуть. Подумаешь, что, боже мой, это так все... Ну, то есть кто там в своем уме начнет смотреть огромный видос про то, какие налоги платят там компании тяжелой промышленности в США. Это скучно очень, кажется очень далеким от нашей жизни. Но когда ты видишь один такой ТикТок,
лайкаешь его, и TikTok понимает, что тебе эта тема интересна, и через там пару дней покажет тебе еще одно видео из этого аккаунта, и еще одно, происходит вот это вот накопление знания, и в том числе накопление мотивации к действию, потому что у человека может сформироваться определенная позиция по вопросу защиты природы, когда до этого ее не было в силу того, что человек вообще ничего об этом не знал. Так, смотрим дальше. Тоже объясню потом, что в этом видео происходит. Значит, это видео копирует видеоигры, конкретно очень популярную в нулевые годы видеоигру GTA, где мы видим, что отсылка именно к этой игре по особенностям расположения тела главного героя, что вот в кадре все время видна его такая вытянутая рука, как будто бы он хочет взять какой-то объект, и потому как двигается его партнерша по видео. Это пара, это танцоры из Польши, которые записывают видео в эстетике вот этой вот компьютерной игры GTA Vice City, и девушка двигается как персонаж NPC. Это персонаж, который никак не задействован в сюжете, поэтому обычно они не очень там как-то подробно прорисованы, у них с ними в каком-то очень ограниченном диапазоне можно взаимодействовать, они особым образом двигаются все одинаково. И вот это вот покачивание, то, как она держит руки, то, как она идет, это очень умелое копирование того, как персонажи двигаются в этой игре. Это еще с философской точки зрения очень интересно. Жаль, что вот Андрей Ленкевич к нам сегодня не пришел, потому что я это видео вставляла вот в расчете на то, что мы его обсудим. Значит, игра пыталась копировать человеческие движения. Просто из-за несовершенства технологий, из-за того, что это все очень дорого и сложно рисовать, движения не получились естественными. И теперь люди, чьи движения копировала эта игра, копируют движения игры. Вот. В какой категории это видео вообще находится? Оно однозначно развлекательное, и оно поднимает проблему. Здесь, значит, сюжет в том, что этот NPC-персонаж, то есть персонаж, у которого нет там в сюжете никакой значимой роли, приглашает главного персонажа пройти к Эйфелевой башне. И NPC-персонаж идет очень медленно. И это частая проблема, которая действительно была в этой игре, что твой проводник идет очень расслабленно, и ты просто тратишь время на то, чтобы его ждать, и твоя миссия, где ты уже действительно что-то делаешь, не может начаться, пока ты не придешь в ту точку, куда он тебя ведет. Это подводит нас к следующему определению. Для тех людей, которые в видеоигры не играют, или там конкретно не знают именно эту игру, это видео является странным. Для тех, кто в видеоигры играет, эта игра, правда, была очень и очень популярна, и этот тандем тиктокеров тоже очень популярный. Они просто являются нишевым контентом. И ниша эта, я повторюсь, не маленькая, это не какое-то такое прямо вот странное видео из глубин ТикТока, которое я для вас извлекла. Это такое достаточно
ниша, но все-таки мейнстримная. Вот. И TikTok дает, кстати, прекрасную возможность для того, чтобы вот эти вот нишевые интересы удовлетворять, потому что тот специфический юмор, который есть у людей, играющих в видеоигры, те там проблемы, образы, какие-то еще внутренние штуки, которые по поводу которых они могли бы там посмеяться. Вот, для этого нашлось прекрасное место, потому что вот эта вот медлительность этих второстепенных героев бесила очень многих, но не было какой-то органичной формы об этом высказаться. Вот она появилась. Так, идем дальше. И да, я повторюсь, что вот то, что мы сейчас увидели, это TikTok-видео, и их невозможно взять и загрузить на YouTube, потому что, ну, я думаю, что вы все пользовались YouTube и представляете, какие видео находятся там. И если среди вот этого потока видео, которые вы смотрите там, вы внезапно увидели бы одно из этих видео, ну, скорее всего, это выглядело бы как что-то вообще очень непонятное, неестественное, не было бы ясно, как к этому подступиться, то есть этот контент точно бы был распознан вами как чужеродный. И так оно и есть. И есть вот специфические темы, специфические нарративы и специфические подачи этих нарративов, для которых лучше всего подходит именно TikTok и только TikTok. И это, по моему мнению, вот такие вещи. Не только они, но и... Так, сейчас, секунду, я у кота заберу вещь, с которой он не должен играть. Все, я вернулась. Это демонстрация повседневности. Я потом на каждую тему покажу по маленькому видео, пока просто вот проговорю. Демонстрация повседневности – это такие видео, которые просто показывают определенную эстетику, определенную атмосферу. Это может быть там какое-нибудь 5-секундное видео с красивым пейзажем или красивым уютным домом. Там может быть какая-нибудь небольшая надпись, что вот там, не знаю, вот «Утро в моем доме», или вообще никаких надписей, или какая-нибудь ободряющая надпись, там «Пускай ваш день будет хорошим». Да, такой контент тоже невозможно представить на YouTube. У Инстаграма есть похожие вещи, и даже, например, в мессенджерах, когда, например, вы в Вайбере отправляете там открытку «Хорошего дня», это, в принципе, родственные вещи, но другие, потому что вы используете статичные изображения, а здесь это такое видео-пожелание, видео-вдохновение. Потом, про четкие инструкции, которые решают конкретный запрос без лирических отступлений, мы уже поговорили. Мы увидели, что, например, видео про уборку, оно вот реально невероятно четкое, длится минуту, и никаких других вещей мы не узнаем лишних. Мы даже не узнаем, как выглядит человек, который нам это все рассказывает. Все, только уборка. Контент, который передает атмосферу, не несет никакой пользы. Да, это я выделила отдельно от первого пункта, потому что демонстрация повседневности может включать в себя какие-нибудь такие околополезные советы, там, все-таки не конкретное руководство к действию, там, например, вот вы можете свой дом там реорганизовать из вот такого вот такой, и там 2 изображения, там сначала какая-нибудь такая достаточно скучный интерьер, а потом вот какой-то облагороженный. Но из-за того, что нам не показывают, как это сделать, это видео нельзя отнести к категории полезных, это вот просто демонстрация повседневности для вдохновения. Потом сочетание экспертности с артистизмом и юмором, это тоже делает для многих экспертов работу со своей целевой аудиторией, со своими потенциальными будущими клиентами
гораздо более простой и спокойный. Ну, тоже это не универсальный какой-то рецепт, подходит это не всем. И вообще эксперты выбирают очень разный язык, даже находясь в одной социальной сети TikTok, чтобы со своей аудиторией разговаривать. Но есть действительно очень много экспертов, которым, ну, потому что там и юмор, и артистизм, и харизма — это все те вещи, которые там не делают эксперта несерьезным, там, недостаточно образованным. Наоборот, это делает эксперта человечным и понятным для своей аудитории, вызывающим доверие. Вот, поэтому многие эксперты ведут свои блоги в ТикТок и организовывают контент по его законам, но продвигая там свою экспертизу, свое вот уникальное знание, свою какую-то услугу. Рассказ о сложном опыте от первого лица, часто с юмором, это, да, особая категория видео. Есть такой даже хэштег «травматок», то есть TikTok, посвященный травме. TikTok вообще считается очень терапевтической соцсетью, где можно получить очень много поддержки, поделиться какой-то своей историей, найти людей, которые пережили похожее, и ну, почувствовать какое-то неодиночество в этом тяжелом опыте. Вот, там, например, я видела много тиктоков американских от лица приемных детей, вот, потому что там, ну, они тоже много рассказывают про недостатки системы усыновления, удочерения, которые есть в США, вот, и на Ютубе тоже это представить было бы невозможно. Обычно на Ютубе это все существует в виде интервью. И блоги построены не вокруг вот персоны с этим опытом, а вокруг интервьюера. Вот человек, например, там специализируется на том, что он какие-то такие вот сложные темы поднимает, и он зовет к себе в гости разных людей, которые про этот опыт рассказывают. И это лишает ну, самого человека, чей опыт видео представлен, контроля над этим, потому что то, какие вопросы будут подниматься, то, как это будет смонтировано, это все ответственность интервьюера, и то, на что человек, дающий интервью, никак повлиять не может. А TikTok возвращает людям вот эту субъектность. Этот формат абсолютно органично приемлет видео, где ты рассказываешь о своем опыте от первого лица. Как раз интервью на эту тему там, ну, я такого никогда не видела. Кроме того, в ТикТоке можно получить поддержку, даже не рассказывая какую-то свою историю. Вот сейчас мы увидим невероятно короткое видео, которое получило огромное количество лайков. Так, смотрим. Так, мы это сейчас пропустим. Я покажу сначала... Да, покажу сначала... Нет, ладно, значит, все, я поняла. Этот слайд далеко, поэтому обсудим, почему перечисленное это не глупый контент, потому что часто ко всем вот этим вот категориям из-за того, что это контент непривычный, форма повествования непривычная, люди говорят, что это просто глупости, что там не надо так сильно открываться в интернете, или не надо делать такие видео, которые не приносят никакой пользы, зачем на все это смотреть, зачем на все это тратить свое время, вот. И тут я предлагаю, ну, если у нас вообще есть мнение, что контент в ТикТоке преимущественно глупый, мы можем это обсудить и понять, что вообще слово глупый, что мы в него вкладываем, и какие ожидания у нас от взаимодействия с контентом есть. Вот. Ну что, кто считает, что TikTok – это глупости? Есть такие? Или дискуссии у нас не будет? Окей, без дискуссии идем дальше. Да, мое мнение в том, что в ТикТоке очень много не глупого контента,
Там много наивного контента, но я не вижу никакого вреда, чтобы его смотреть, потому что это не фейк-ньюс, это не нечто вводящее в заблуждение, это просто контент, который искусственно не пытается притвориться сложнее, чем он есть. А этим грешат очень многие другие соцсети, там тот же Инстаграм, где вокруг какой-то темы, которая выеденного яйца не стоит, пишется там огромный экспертный пост, или вокруг какой-то совершенно там крошечной темы, которую можно осветить за 3 минуты, снимается получасовое видео, где очень много воды, оно все такое медленное, и там хочется поставить его просто, посмотреть его в ускоренном виде, потому что, ну, это просто вот монтаж такой вот, где очень много воздуха. Поэтому да, вот эта вот вся сложность, когда она искусственная и не отвечает содержанию, которое есть в контенте, это не плюс, скорее минус. Вот, а теперь посмотрим по видео, примеру, на каждый из пунктов. Вот. Вот это видео потрясающий пример демонстрации повседневности. Мы здесь видим комнату, очень маленькую, где стоит икеевская мебель, которая в очень-очень многих домах есть. Там, например, у меня в квартире, вот в соседней комнате стоит такой стол какой-то девушки. И посыл видео в том, что вот да, можно взять и изменить облик своей комнаты очень быстро. Очень простой посыл и очень приятный, поддерживающий. Да, это не какой-то сложный контент, здесь нет какого-то такого вот такой идеи, про которую ты будешь ходить и думать еще полчаса или час, или даже 5 минут. Но от этого контента хорошо на душе. И мы видим, что у видео больше 2 миллионов просмотров. Лайков, точнее, просмотров еще больше. То есть, ну, вы представьте, почти 2,5 миллиона лайков. И для того, чтобы произвести это видео, человеку не нужно никаких особых усилий. Девушка сняла его одна в крошечной комнате, полной икеевской недорогой мебели. Так, идем дальше. Вот то видео, которое я вам хотела показать еще несколько слайдов назад. Супер короткое, удивительное видео. Wow, I'm so proud of you. You're doing amazing. Amazing. Звук на фоне говорит: я так горжусь тобой, ты справляешься просто прекрасно, просто прекрасно. Это, скорее всего, отрывок из какого-то фильма или другого видео. Вот. Я буду чуть позже упоминать, что тренды ТикТока, они построены на звуке. Тренд — это когда люди используют один и тот же звук, но снимают под него свои видео. И то, что в ТикТоке есть звук, созданный целиком для запрашивания поддержки, это очень характеризует эту соцсеть. А здесь написано «Я чиста с июня». Непонятно, речь там про алкоголь или про наркотики, но, в общем, да, про какую-то зависимость. И девушка, не рассказывая там историю своей жизни, скорее всего, это есть у нее в аккаунте, но вот мне в ленте попалось только вот это одно видео, где она делится своим успехом, что она уже очень, вот несколько месяцев держится. И 328,5 тысяч человек это видео лайкнули. Вот. Можно ли это представить на другой платформе? Нет. Если бы девушка снимала это видео для Ютуба, то тут нужно было бы продумывать там, а что вообще рассказать, а зачем там начинать этот блог, а что, а как. Это создает очень высокий порог входа, и
не позволяет нам видеть друг в друге людей. ТикТок, мне кажется, это очень человечная соцсеть, потому что кто угодно может снять это вот 3-секундное видео и получить поддержку от незнакомых людей, вообще какую-то такую доброту, тепло, эмпатию, которой в повседневной жизни может очень не хватать. И при этом не пытаться выдать себя за кого-то, кем ты не являешься, не придумывать там никакие сценарии, не становиться там, например, экспертом по жизни без алкоголя, просто быть обычным человеком, который бросил пить и делится немножко там историями про этот свой путь. И мне это кажется безумно крутым и меняющим мир, потому что вот это огромное количество лайков свидетельствует о том, что многим людям по каким-то причинам это видео кажется важным отметить. Вот здесь психотерапевт отвечает на вопрос про антидепрессанты. Огромная тема, тут можно там 40 минут об этом говорить, сравнивать там разные препараты, их действия, там углубляться, наверное, даже в какие-то там химические формулы. Но люди, которым, например, там прописывают антидепрессанты, у них чаще всего по их поводу какие-то очень простые опасения и беспокойства, и несколько таких вот самых часто задаваемых вопросов, которые не требуют таких громадных 40-минутных ответов. Вот это видео длится почти 6 секунд, и психотерапевт дает очень короткий, но емкий ответ, что там нет, таблетки ничего не решают вот как бы самой сутью проблемы, но они просто придают силы, чтобы эту проблему прорабатывать на психотерапии. Сейчас мы посмотрим, как психологи, ориентированные на разную целевую аудиторию, в одном и том же ТикТоке с этой аудиторией взаимодействуют. Это снова к вопросу о том, что в ТикТоке сидят не только молодые люди. Вот это, Я так уже устала от этого. эта специалистка... Ладно, потом. Вот, это видео совершенно точно снято для людей 30+. Я смотрела там несколько видео в аккаунте этой экспертки, но даже по одному этому видео этот вывод можно сделать. Ее прическа, строгая оправа очков, то, какой у нее макияж, то, что на ней костюм, и то, как это видео вообще сделано, то есть она не... Ее снимают за тем, как она занимается другим делом. Она что-то там фотографирует для блога, и вот это вот видео использовано для подложки чек-листа. Вот. Какие вещи обычно делают взрослые люди, чтобы о себе позаботиться. То есть она транслирует образ очень занятой женщины, такой достаточно вот... строгой, конвенционально, то есть традиционно очень выглядящей, вот, и это привлекает аудиторию постарше. Я так уже устала от этой серой жизни. Работа, дом. Когда уже наступят светлые времена? Кстати, а когда, по-твоему, все будет прекрасно? Наверное, когда я стану начальницей. Но до этого мне еще 3 года пахать. А что изменится, когда ты станешь начальницей? Ну, многое. Например, я освою новое хобби. Я очень хочу писать маслом. И вправду прекрасное хобби. Но разве писать маслом можно только начальницам? Нет, конечно. Просто у начальников куча свободного времени и денег. А сколько стоят расходники? И что ты делаешь вечерами после работы? Думаю, 5 обойдется первоначальный набор. А вечером я играю в игры и смотрю сериалы. А ты можешь купить расходники не сразу, а постепенно, в течение нескольких месяцев? И можешь ли ты уделить 1 вечер в неделю своему хобби? Я поняла, к чему ты клонишь. Реально, я же могу себе это позволить. Но почему я раньше этого не замечала? Многим из нас в детстве говорили: эта посуда только для гостей. Эту одежду носить только в школу.
Благодаря подобным фразам формируется синдром отложенной жизни, когда человек не живет настоящим, а откладывает свою жизнь на потом, до лучших времен. Здесь мы видим, что психолог, при том, что она примерно одного возраста с предыдущей специалисткой, ориентирует свои услуги на другую аудиторию, на аудиторию младше. Это видно и по тому, что она использует в своем видео сценку. Она снимается там одна, но здесь есть два разных персонажа. Это она, психологиня, и ее такой вот собирательный образ клиентки. Клиентка выглядит намного младше своей психологини, макияж, который характерен для молодых людей, интерьер тоже такой достаточно молодежный. Тон голоса, которым она говорит за разных персонажей, тоже показывает, что они разного возраста. Вот. Таким образом, да, мы видим, что можно при помощи разных... даже шрифт. Вот в первом видео это были черные буквы на белом фоне. Здесь уже был розовый шрифт с обводкой, потом белый, потом черный. То есть вот эти вот... Особенно использование розового цвета, это обычно те видео, которые снимаются для людей помоложе. Вот. То есть, понимая то, как действует эстетика в ТикТоке, на какие посылы отзывается какая аудитория, можно своей аудитории достигать. Если вы хотите работать с людьми там определенного возраста, потому что вот это ваша специализация, вам так интереснее, вам так проще, вам так хочется, то да, этот сигнал можно очень четко давать. Теперь мы посмотрим два видео с Ютуба и с ТикТока, которые посвящены сушке кудрявых волос. Точнее, видео с Ютуба мы не будем там целиком смотреть, мы посмотрим, наверное, около минуты самого начала, вот. Потом я расскажу, что будет дальше происходить, и посмотрим ТикТок-видео. Сейчас оно будет немножко подгружаться еще. Вот. Это одна из причин, по которой мы видео до конца смотреть не будем. Оно длится очень и очень долго. Всем привет, друзья! С вами Лена и мой канал «Любовь и волосы». И сегодня я вам покажу, как же я сушу свои вьющиеся, пористые, пушащиеся волосы в домашних условиях без фена, без плойки, без каких-либо горячих инструментов. Обещаю вам, что это будет очень просто и понятно. Эта сушка будет на основе просто обыкновенного пучка. Я помою волосы, соберу их в пучок, покажу, как я это делаю, и покажу, какой же результат получается. Ну, результат, собственно, вы видите уже сейчас. Волосы не пушатся, волосы блестят. Сразу говорю, что такая укладка не подходит очень занятым девушкам, или в тот день, когда вы куда-то торопитесь, вы, конечно, так посушить волосы не можете, потому что такая сушка требует достаточно большого количества времени, просто потому что волосы сохнут естественным путем. Так, сейчас я помою голову и посмотрим, что же я буду делать дальше. Я только что помыла голову обычным шампунем. Ну вот, видео длится 6 минут 20 секунд. Рассказывается, как сушить кудрявые волосы. И видео просто содержит катастрофическое количество слов. Ну, катастрофическое для меня и для ТикТока, но не катастрофическое для Ютуба. Почти все YouTube-видео, которые обучают что-то делать, выглядят так. Каждый раз, когда я смотрела в Ютубе что-то по конкретному запросу, там, не знаю, как починить кнопку в унитазе, как поменять смеситель, короче, кончилось тем, что я вызывала сантехников, ничего я поменять сама не смогла. Вот. Тут, конечно, вина не Ютуба, а меня. Вот. Но мне каждый раз приходилось проматывать огромные куски видео, где человек просто сидит за столом и рассказывает какие-то такие вещи очень общие про то, как там устроено вот унитаз, к чему эта кнопка там подключается, что на самом деле мне совсем не важно.
Здесь тоже мне совсем не нужно перечислять, какие действия будут дальше. Я просто хочу их увидеть и оценить, подходит ли мне этот метод или нет. Но для этого мне нужно посмотреть 6 минут. Теперь TikTok-видео. Вот тут я, да, перечисляю, какие основные характеристики этого видео можно выделить, и мы будем по тем же характеристикам это сравнивать с TikTok-видео. Еще очень важно, что, несмотря на то, что это видео гораздо тяжелее смотреть, оно кажется мне гораздо хуже отвечающим своей цели, вот научить сушить кудрявые волосы, для его создания требуется гораздо больше сил, потому что оно снято и смонтировано при помощи специальных программ. Вот мы видим, как дергается кадр в моментах, когда девушка какой-то кусок своей речи вырезала. То есть это вот многословие, оно существует в видео не потому, что его никто не монтировал, нет, оно так смонтировано. Какие-то куски оттуда вырезались, которые блогерка посчитала лишними. Но все равно речи очень много, она не ускорена, отступлений не по теме много контекста в связи с темой, просто ничего не происходит, очень много разных подтем, то есть да, вроде бы мы там говорим только о способе сушки волос, но там начинается, как в принципе ухаживать за кудрявыми волосами, а вот что такое кудрявые волосы? Теперь TikTok. Вот, это видео длится, боже мой, оно длится 11 секунд. Здесь 4 кадра, 2 из них приближения, которое сделано для динамики, чтобы это смотрелось еще менее скучно, можно было даже 2 снять. Тут только действие. Из этого видео я поняла, что при помощи детских ритузов можно очень удобно зафиксировать кудрявые волосы, чья сушка, ну, в основном заключается в том, что их там нельзя выжимать, что-нибудь такое. Они должны просто вот сохнуть в таком приподнятом, спокойном виде. 11 секунд. И 6 минут 20 секунд. Это колоссальная разница. Так, сейчас мы... Вот. То есть видео такое. Сразу к делу. Девушка не произносит ни одного слова, никакой дополнительной информации, никакого контекста. Одно видео, одно сообщение. Только сушка волос при помощи вот этого вот тюрбана самодельного. Это снято и смонтировано в ТикТоке. То есть на производство этого видео потрачено намного меньше времени. Здесь есть музыка. Вот. Здесь нет речи, но если речь есть, то в ТикТоке ее обычно ускоряют. И действия тоже. Вот самое первое видео с уборкой, которое мы смотрели, где девушка убирается в ванной, там ускорена и ее речь, и действия. Причем ее речь, я не помню, то ли это записанный ее голос, в ТикТоке есть еще возможность вообще ничего не говорить самим. Это только для англоязычных видео работает. Если вы напишете текстом субтитры английские, само приложение может это озвучить. То есть вы можете даже не начитывать этот текст самостоятельно. И TikTok и его каноны влияют в том числе и на другие соцсети. Например, Instagram одна из вообще вот соцсеть, которая держится в тройке самых популярных. Там около 2 лет назад появились Reels. Это вертикальные видео, которые по форме и содержанию часто совпадают с TikTok-контентом. TikToки очень часто загружаются в Reels, именно потому что Reels – это копия ТикТока. Инстаграм считывает ТикТок как своего очень сильного конкурента и пытается удержать своих пользователей на платформе, добавляя туда, собственно, маленький ТикТок. Такая огромная и финансово могущественная соцсеть, которая входит к тому же в корпорацию соцсетей, где еще и Facebook,
она не будет копировать нечто, что на самом деле не является чем-то определяющим для инфополя, про что у медиаэкспертов есть такое вот впечатление, что, ну, это очень временно, это скоро пройдет. Нет, по поводу ТикТока очень крупный игрок на рынке соцсетей говорит, это не пройдет, это надолго, и я хочу это себе. Так, сейчас у нас будет 10-минутный перерыв, где вы можете сделать себе какой-то чай, чуть-чуть отдохнуть, а потом мы еще немножко поговорим про тренды ТикТока. Вот. Если у кого-нибудь есть какие-то вопросы, то можно их задать сейчас. Все, тогда мы уходим на 10-минутный перерыв.
Так, все, мы уже возвращаемся потихоньку. Вот. Так, значит, вторая часть у нас будет посвящена трендам. Как я уже говорила, тренд – это определенная музыка. И под эту музыку происходят какие-то вот действия, которые составляют канон тренда. Это может быть просто танец, и люди, которые хорошо танцуют, состязаются в этом танцевальном мастерстве. Может быть танец или какие-то движения с текстом. И здесь еще особенность в том, что это не всегда какой-то вот там танец такой условно красивый. Часто это танец нарочито неловкий, когда человек вот так вот угловато, растерянно двигается, потому что это отражает суть текста, которая написана, и потому что, вот еще раз подчеркну, TikTok – это соцсеть не притворства, а принятия. И неловко танцевать в ТикТоке – это вполне нормально. Либо это может быть сторителлинг, то есть рассказывание истории при помощи просто текста, напечатанного поверх видео, пения, рассказа голосом. Часто рассказ голосом – это видео, которое возникает в ответ на какой-нибудь комментарий. В ТикТоке есть возможность отвечать на комментарии при помощи видео. Вот, тогда в окошке будет показан вопрос. Вот, и это окошко на протяжении всего видео будет в кадре висеть. Если, например, это вот часто, да, касается таких вот тиктоков, которые коротко обозначают какую-то проблему, и здесь тоже выстраивается вот эта вот механика накопления знания. Человек говорит там, а поделись, пожалуйста, вот этим. А что, если вот так? А я не понял вот это. И блогер снимает ответ, таким образом продолжая вот этот вот нарратив, запущенный в предыдущем видео. Это очень хороший тренд, который тоже такой нишевый, но мейнстримно нишевый. Люди, которые разбираются в там, моде, истории костюма, даже не сильно, но как-то вообще чуть-чуть все-таки, да, этот тренд очень любят. Я в том числе этот тренд очень люблю. Он заключается в том, что здесь подмечается очень точно, что дизайнеры обычно такой сапожник без сапог, но только сложнее. То есть обычно дизайнер, когда выходит на подиум в конце показа, он просто одет во все черное. Это какие-нибудь там вот черные штаны и черная водолазка. При том, что его коллекция может выглядеть там совершенно иначе. Вот. Но это не про то, что там человек сам не умеет одеваться. Скорее всего, дело в другом чем-то. Вот. Но это уже, да, вопрос философский. Смотрим видео. Вот конкретно это видео показывает эту комичную сторону высокой моды, которую часто подмечает вот простой обыватель, не сильно там анализирующий дизайнеров. То, что показы часто выглядят как попытка надеть на модель самые какие-то такие вот нелепые, странно сочетаемые вещи, потому что высокая мода – это нечто, что ближе к искусству, чем к тому, что как-то функционально и удобно носить в реальной жизни. Вот. О чем музыка этого тренда? Это песня Эми Уайнхаус «Back to Black», что переводится
возвращаясь к черному, потому что, да, вот дизайнеры часто выходят просто в каком-то total black луке, тогда как их дизайны — это вот такой вот россыпь цветов, форм, линий. Теперь поговорим про то, почему людям интересно смотреть однотипные видео, потому что тренд — это, по сути, нечто, чье описание звучит как куча однотипных видео. Скучно не становится по двум причинам. Во-первых, тренд не живет долго, это примерно 2-3 недели, и дальше эти видео перестают снимать, мы перестаем их лайкать, и поэтому они хуже продвигаются. И таким образом вот, органически распространение таких видео прекращается. А второй момент — это то, что часть тренда построена на субверсии канона, то есть канон не выполняется. Происходит нечто неожиданное, что вот эту вот матрицу нашего ожидания разрушает. Еще есть третий момент, я его забыла записать, что важно еще понимать, что мы эти видео в ленте не будем смотреть друг за другом. Вот то, как я вам показала 4 видео подряд, вы это в таком виде не увидите. Вы будете листать, и там увидите, например, не знаю, одно такое видео в день. Следующее вы увидите на следующий день. То есть этот контент будет рассеян среди множества другого контента, и это тоже делает восприятие его совсем другим. Сейчас мы с вами рассмотрим 3 тренда, и вот в этом тренде мы увидим и такой вот конвенциональный, то есть такой, традиционный, обычный подход к тренду, где показываются красивые руки и лица. Это вот такая особая категория блогов, когда люди ведут его, чтобы продемонстрировать свою привлекательность, какой-то такой вот там образ жизни, к которому их подписчики стремятся, то есть что-то такое вот дорогое, недоступное, то есть происходит продвижение привлекательности, продвижение богатства. Но часть этих видео поднимает вопросы принятия нетипичного тела, каких-то там диагнозов или особенностей кожи. И 3 видео, которые здесь есть, они вот как раз субверсивные по отношению к тренду. То есть вот, скорее всего, в аккаунте девушка больше рассказывает о своем диагнозе, чтобы поддерживать других людей с таким же диагнозом, делать восприятие такого тела привычным и нормальным, но мы просто видим вот это вот короткое видео, чей посыл, что, руки не всегда выглядят как-то вот, они часто очень не подходят, условно не подходят к нашему лицу, и вообще, да, наши тела очень разные, с ними могут происходить разные вещи, и это не повод стыдиться этого и прятать их.
Это такое явление, как витилиго, когда кожа частично пигментирована, то есть тон кожи неровный, там есть какие-то пятна либо значительно более светлые, либо значительно более темной кожи. Здесь уже нет какого-то такого там диагноза или особенностей выработки мелатонина, просто руки не выглядят так, как обычно женские руки демонстрируют. Тут крупные асимметричные ногти, и в этом нет ничего плохого, это не некрасиво, это просто обычные руки. И вот посыл видео такой. Тренд про «Эта песня играет в голове у моей собаки». Да, здесь будет нехитрый контент, потому что контент про животных, он либо образовательный, либо развлекательный. И часто владельцы животных снимают именно развлекательный контент, милый или смешной, и мы все это смотрим, потому что мы находимся в интернете, в том числе для того, чтобы расслабиться и посмотреть на что-то приятное. И тренд – это отличный формат оживить это повествование о своем питомце, потому что это уже готовая идея того, как можно видео представить. То есть мы видим, что эта такая нелепая мелодия, которая выражает такую смехотворную деловитость, она попадает в ритм с тем, как животное двигается. Это такое очень ритмичное видео, забавное, смешное. А следующее видео, оно уже немножко нарушает канон. Оно снято сотрудниками шелтера. Этой собаки ищут владельцев, и ее походка так попадает в такт этой песни, потому что у собаки есть особенности, и она иначе двигаться не может. И последний тренд. Мы взломали ваш телефон. Тут тоже одна и та же музыка, и в начале видео всегда написано: мы взломали ваш телефон, требуем там какую-то сумму денег, чтобы мы не слили все ваши фото в интернет. И люди дальше показывают, а что у них вообще за фото в галерее есть. И это такая ирония по поводу нашей повседневности и того, как медиа, фильмы, блоги часто показывают человеческую жизнь с какой-то такой стороны, мягко говоря, не очень реалистичной. На самом деле, часто в наших телефонах вообще нет никаких темных тайн, никаких вообще скандальных вещей. Там находятся какие-нибудь очень, скучные на самом деле вещи. Белорусский ТикТок. Украинский ТикТок. Это ТикТок школьника или студента, он фотографирует просто свои конспекты, а следующий ТикТок это будет женщины из США, которая в основном фотографирует, где она припарковала свою машину, чтобы на больших парковках не заблудиться.
Вот так. Это у нас с прошлого раза, я не убрала слайд. Домашнее задание у нас будет такое. Мы до следующей недели продолжаем смотреть TikTok и выделяем несколько трендов, которые вам в ленте встречаются. Я предположу, что у нас это будут разные видео. Возможно, мы друг другу расскажем про какие-то тренды, с которыми кто-то из нас не будет знаком. И один тренд нужно будет проанализировать по таким небольшим вопросам, вот, и подумать, откликается ли этот тренд для вашего собственного творчества или каких-то профессиональных задач, которые вы хотели бы при помощи ТикТока решать. Можете ли вы придумать какую-то идею, которая может быть в этом тренде воплощена? У меня на сегодня все. Так что сейчас мы возвращаемся. Так, если есть какие-нибудь вопросы почему-либо, то вот сейчас самое время их задать. Если нет, то будем прощаться. Окей, спасибо, что пришли сегодня. До встречи на следующей неделе. Вот, если будет возможность и желание сделать домашнее задание, будет очень круто, потому что гораздо интереснее обсуждать все на тех примерах, которые вы тоже присылаете, потому что я не могу угадать, что именно вам интересно, и вот показываю те видео, которые либо мне нравятся, либо я предполагаю, что они могут понравиться вам, вот, но да, вы можете помочь мне лучше угадывать, если тоже чем-то поделитесь. Вот. Спасибо большое. Вам спасибо большое, Дарья. Все, до следующей недели. До свидания. До следующей недели. Спасибо, до свидания.